Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче пӗтмен. Кодаму мелис, истяну И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Здравствуйте! Это программа «Родной язык», в которой мы разбираемся, как меняется наш язык, почему он это делает, и пытаемся от этих перемен не отставать. Абсолютно любой язык в любой стране мира изменяется с течением времени. Даже аборигены на далеком затерянном острове, отрезанном от цивилизации, уклад жизни которых сохранялся тысячелетиями, вынуждены придумывать каких-нибудь быстрых летящих пеликанов, потому что в их языке попросту нет слова для обозначения пролетающих над островом самолетов. Слова нет, а самолеты есть. Но зачастую такие речевые конструкции бывают хоть и общеприняты, но слишком тяжеловесные. И тогда на помощь приходит сленг. О нем и на нем мы сегодня и будем говорить. Сколько хайпа можно поймать на спиннере? Хайп. Хайп? Да. Нет. Не знаете? Нет. Не напрасно ли эгоисты советуют расхлебывать свою кашу самостоятельно? И как скоро все мы забудем литературный язык? Это лол вообще. Это ОНГ просто, фейспалм слою. Хотим мы того или нет, но сленг в нашу жизнь вошел всерьез и надолго. Само это понятие – калька с английского «сленг». Никакой интриги. Позаимствовали его как есть, без перевода, потому как слово оказалось звучным, коротким и емким. Подобные буквальные заимствования филологи называют варваризмами. И по большому счету понятие «сленг» – это тоже сленг. Молодежь во все времена стремилась отличаться и выделяться, и во все времена это вызывало недовольство аксакалов. Другая музыка, иная одежда, уверенность в своей исключительности и, конечно, свой, зачастую абсолютно непереводимый язык. Молодежь, она хочет эпатировать как-то общество, отнестись с иронией вот к окружающему миру, да, показать свою обособленность, что вот мы такие, мы необычные, мы отличаемся от вас, от взрослых, поэтому мы говорим на другом, на своем языке. Нам так проще, нам так интереснее. Отфрендить, зафрендить, вот тоже вроде бы на базе вот этого существительного френд. И что интересно, вы видите уже с помощью исконно русских приставок и суффиксов. Зафрендить, отфрендить. То есть тут уже и русское словообразование непосредственно включается, присоединяется вот к этой иноязычной основе, и мы получаем новые слова. Как это было раньше, как это было и в истории русского языка. Во времена Грибоедова в фаворитах был французский, при Петре Первом немецкий, а еще раньше заимствовали из тюркского. Сейчас пришло время английского, и так было всегда. Появляются новые понятия, для которых в языке просто нет обозначения. Поэтому логично, что новшества приходят вместе со своими уже существующими названиями. Школу Ло похайпил на спиннере. Первый вопрос, что возникает, услышав такую фразу «какой это язык?». Ничего сложного, это русский, сленговый, современный. Давайте переведем. Тут все оказалось несложно. Школа Ло – это эволюционная версия слова «школьник». Похайпил. Изначально английское «хайп» использовалось в своем каноническом значении – обман, возбуждение, назойливая реклама. Впоследствии к слову добавились русские приставки и суффиксы, благодаря которым оно получило эмоциональную окраску и несколько другое значение. Сейчас оно в близком родстве с устаревшим и, кстати, тоже позаимствованным на этот раз из французского словом «ажиотаж», но с негативной окраской. И последняя составляющая нашего ребуса – некто спиннер. Тут тоже без сложностей. Спиннер – это дальний потомок старого доброго подшипника. Вертушка или страшное для любого филолога слово «крутилка» для рук. И теперь, как в математике, соберем все неизвестные нашего уравнения вместе. Школа Ло похайпил на спиннере означает всего лишь, что подросток поднял волну интереса и критики, показав игрушку. И вот как это выглядит в жизни. То видео я снял в начале весны, еще во время активного хайпа спиннеров, а надо было снимать в 1780 году, году изобретения подшипника. Вот бы хайпанул! Я надеюсь, не сильно опоздал. Казалось бы, пасторальные пейзажи, милый молодой человек с челочкой рассказывает о своем увлечении, если бы не одно «но». Хай-хай, уже 3 года вместе. И на канале нашем вышло видео больше, чем 200. Этот юноша – один из главных столпов российского ютуба. Иван Гай – блогер, у которого на момент выхода этой программы в эфир без малого 14 миллионов подписчиков. Общее количество просмотров на его канале перевалило за 3 миллиарда. А конкретно это видео про спиннер посмотрело 12 миллионов человек. И возникает логичный вопрос – кого после этого называть современным классиком? Великий и могучий русский язык в настоящее время тоже испытывает достаточно много проблем.
наша страна, к сожалению, из самой читающей страны в мире перешла в разряд тех стран, которые читают меньше. Многие годы ранее было традиционное семейное чтение. И это очень важно, потому что ребенок копирует родителей. Язык меняется, и старшее поколение обреченно сетует, что нынешняя молодежь совсем перестала читать. А молодежь, в свою очередь, встречает в нетленке классика фразу «он был в тужурке и с иголочки» и с такой же обреченностью закрывает книгу. Потому что ни тужурок, ни тем более с иголочки они никогда не видели и вряд ли увидят. И им попросту непонятно. Да, он становится иным, как и все вокруг нас. То есть не может он сохраниться на том уровне, на котором он был в XIX веке. Нам не совсем понятен Пушкин. Даже нам, специалистам, иногда приходится заглядывать в исторические словари, чтобы понять его. Да, конечно, он будет меняться, но вот мне кажется, та его основная часть, та база, которая была, она, наверное, так и останется. Ведь она так и остается. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержана и просто ужасна. Не радужное, но весьма распространенное сейчас мнение. Вот только высказал его древнегреческий поэт Гесиод в 720 году до нашей эры. Мы всегда оптимисты. С русским языком должно быть все хорошо по той простой причине, что, на мой взгляд, сейчас происходит, пусть и медленный, но перелом, пусть и медленное, но переосознание того, что быть грамотным – это модно, это престижно. Тут должна быть какая-то разумная середина. То есть какие-то слова, они все равно в языке, они останутся, какие-то уйдут. Те, которые не нужны для выражения какого-то содержания, например, то же слово «го» или там «агриться». Мне, например, кажется, что это временные слова. Я как специалист считаю, что они выйдут из употребления. Если брать вот такую молодежную среду, которая чем-то заинтересована, которая хочет получать знания, и получает их, и учится этому, то я считаю, в этой среде мы не потеряем литературный язык, он останется. Они повзрослеют, и они не будут уже использовать эти слова. Ну и, конечно, мы не могли не спросить у наших экспертов о «Школоло», хайпищем на спиннере. Ну, наверное, в школу. Поехал, скорее всего, на чем-то, да? Школа-ло, скорее всего, в школу, да? Я бы, конечно, не смогла расшифровать, это точно. Вы знаете, даже зная хотя бы в определенной степени иностранный язык, я затрудняюсь в переводе, если я могу еще предположить первое слово, что обозначает, что дальше для меня это уже совсем табула раса, да, чистая доска, и я должна поработать над своими знаниями в этой области. Слово «хайп», о котором мы сегодня уже говорили, возглавило список самых популярных сленговых слов и выражений России за 2018 год. Полный же список выглядит так. Многие ли из них вам знакомы и понятны? Если нет, вы не одиноки. Съемочная группа нашей программы тоже почувствовала себя динозаврами в космическом корабле. А вот насколько распространено такое зашкварное невежество, давайте узнаем. Хайп, хертер, вот чилить не видела, но уже представляю. Хайп. Хайп? Да. Нет. Не знаете? Нет. Изи. Это, по-моему, типа все плохо. Если я... Нет? Изи, го, зашквар. Зашквар старое слово. Ну, совсем. Агриц вообще древнее слово. Свайп. Хайп, хейтер, чилить, изи, зашквар. Мы не любим этот молодежный сленг. Да, мы более начитанные люди. Бодишейминг, вот это вот я вот назвала словом 18 года. А бодипозитив уже несколько лет существует. Сколько знакомых слов видите? Ну, почти все, Почти все, но кроме изи, агрица. наверное, чаще всего, да? Изи, да. Чилить, То есть все слова знакомы? да. Что же на самом деле значат эти хайповые новомодные слова? Давайте займемся переводом с русского на русский. Хайп – скандал, искусственно создаваемый ажиотаж на какой-либо теме, дословное заимствование. Хейтер – враг, ненавистник, недоброжелатель, обычно агрессивно настроенный, от английского to hate –
ненавидеть. Чилить – отдыхать, расслабляться, дословно от английского chill out. Easy – легко. Варваризм от английского easy. Агриться – злиться, негодовать от английского anger – злость. Зашквар – позор, непристойно, неприлично и недостойно. Единственное в нашем сегодняшнем списке слово, прародителем которого стал не английский язык, а всего-то тюремный жаргон. Изначальное значение – оскверниться. Какими именно способами, с вашего позволения, мы рассказывать не будем. Go – идти, пойти. Снова английский и снова дословная калька. Go – идти. Свайп. Здесь описание получится куда длиннее, нежели само действие. Это специальный жест, когда вы кладете палец на сенсорный экран смартфона или планшета и ведете его, не отрывая в нужном направлении. Это действие называют «смахивать с экрана». Это как раз пример того, когда варваризму нет адекватного аналога в языке. От английского «swipe» – ударять силой. С появлением пластиковых карт, получившего значение «скользить с усилием». Бодишейминг – публичное осуждение любых проявлений отличительных черт каждого, чьи пропорции, внешний вид, физические характеристики и физиологические особенности отличаются от принятых стандартов и глянцевых клише о красоте и стиле. В современном мире порицается от английского body – тело и shame – стыд. Боди-позитив – антоним боди-шейминга. Идеология принятия любого вида тела и признательности к нему. Социальное движение основано на убеждении, что все люди должны иметь позитивное представление о своих телах и принимать их. Приветствуется в обществе. От английского боди – тело и позитив – положительный, конструктивный, уверенный. И здесь сложно не признать, что в сленговом варианте этот список смотрится куда лаконичнее. В чем особенная сила великого и могучего? Любое из этих слов можно легко просклонять и по падежам, и по родам, так что они кажутся не такими уж и иностранными. Любопытно дела обстоят с татарским сленгом. Кыш-бабай и клатунапа уже давно стали фольклором, но народная фантазия на месте не стоит и создает новые словесные конструкции. Например, на татарском слово «кышкыру» означает «крик». Добавляем его к заимствованному в свое время «микрофон», убрав предварительно частицу «микро», и получаем современное татарское сленговое «кышкарафон». Меняются времена, меняется язык, и даже такое незыблемое, казалось бы, наследие, как пословицы и поговорки, мы понимаем совсем иначе, нежели пару столетий назад. Например, «ты кашу заварил, тебе и расхлебывать», недвусмысленно говорим мы, намекая, что свои проблемы каждый решает сам. Но изначально смысл у этой пословицы был буквальный. Крестьянин, пришедший в дом к соседу во время обеда, получал приглашение присоединиться к трапезе и вежливо отказывался именно этими словами. «Моя хата с краю», говорим мы, демонстрируя свое полнейшее равнодушие к сложившейся ситуации, но при этом беспардонно перевираем изначальный смысл пословицы. В последнем, крайнем доме деревни всегда селили самого внимательного и расторопного жителя, чтобы в случае опасности, несчастья и прочих форс-мажоров он мог быстро оповестить все поселение. После чемпионата мира по футболу, прошедшего в России, огромную популярность набрало сленговое слово «мундиаль», использовавшееся раньше только в узких футбольных кругах. И теперь в любом дворе можно услышать чудовищное по синтаксическому построению, но верное по содержанию «пойдем сыграем в мундиаль». Итак, сегодня мы пополнили свой сленговый словарный запас. Выяснили, что не нужно упоминать хату с края, если не хочется лишней ответственности. И что проблема сленга – это как вопрос отцов и детей. Была и будет во все времена. С вами был Лангай. Всем бай-бай, гайсы! Похоже, что сленг – это своего рода лингвистическая ветрянка. С возрастом проходит. Глупо отрицать, что нужно сохранять чистый литературный язык. Но не менее глупо в этой борьбе отмахиваться от всего нового. Это как держать стрелки часов в надежде остановить время. А если такая жиза вас агрит, то сорян. Чуваш челги бурчукне, тончепет мин. Водам умелись, и стянут. И туганты, и матурты, эткем энкем нинкли.